Поездка главы государства началась с посещения приграничных сел, расположенных вдоль реки Псол. На 3 участках соприкосновения реки с береговой линией подмыло берег. Существует угроза выхода русла реки на автомобильную дорогу. Во времена сильных паводков затапливаются сельскохозяйственные угодья и приусадебные участки местных жителей. После осмотра опасных участков Аслан Бжания дал указание администрации района и соответствующим службам детально изучить проблему, представить необходимый план действий для ликвидации угрозы. Более того, президент изъявил желание встретиться с руководителями ответственных строительных компаний, которые 3 года тому назад занимались работами по обеспечению берегоукрепления. Сложившаяся ситуация выхода реки свидетельствует о том, что качество работы не соответствует заявленным требованиям. Как подчеркнул президент, за недобросовестное отношение к работе ответственные компании должны за свой счет и в кратчайшие сроки исправить проблему. Кто принимал акты выполненных работ? Какое предприятие здесь работало? Во вторник, чтобы документы все были. И его провезете и заказчика, и подрядчика. Да. Работы проводили отказ берега в 2017 году. Президент Аслан Бжания также осмотрел территорию, прилегающую к контрольно-пропускному пункту на государственной границе. Глава государства посетил торговые и другие объекты. Аслан Бжания остался крайне недовольным санитарным состоянием вокруг них. Это что здесь валяется? Все, что блестело. Еще раз. Повторять ничего не буду. Президент отметил, что руководители организаций и объектов торговли несут персональную ответственность за санитарное состояние прилегающей территории. Аслан Бжания дал поручение руководителям Гагарского района проследить за исполнением поручений. Далее глава государства провел рабочее совещание с участием руководителей служб, задействованных на границе. Президент потребовал усилить взаимодействие пограничной службы и органов внутренних дел. Это ворота Абхазии. Впечатление, которое складывается у гостей республики на границе, определит их отношение к стране в целом, подчеркнул Бжания. На границе не должно быть никаких поборов. Необходимо усилить координацию деятельности пограничной службы и МВД по выявлению контрабанды и перевозки наркотических средств. Внешний вид сотрудников должен соответствовать характеру работы. Все должно быть в рамках закона, заявил глава государства. В Гагарском районном отделе милиции президенту доложили о текущей криминогенной ситуации, о предпринимаемых правоохранительными органами мерах по обеспечению безопасности жителей Гагарского района и туристов. Аслан Бжания поинтересовался материально-техническим обеспечением сотрудников милиции. По их словам, пополнение новыми автомобилями и другими специальными средствами подняли на хороший уровень материально-техническое обеспечение. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, криминогенная статистика свидетельствует о том, что дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом и в целом уменьшились вдвое. Есть тенденция по улучшению криминогенной обстановки. Аслан Бжания поблагодарил за службу сотрудников правоохранительных органов, но подчеркнул, что предпринимаемых мер пока еще недостаточно. Криминальные авторитеты должны уйти в прошлое. Только государство посредством правоохранительных органов должно следить за порядком, подчеркнул президент. Никаких смотрящих. Вы здесь будете смотреть за всем. Государство вам это поручило. Аслан Бжания затронул тему обеспечения правопорядка на крупных объектах размещения туристов. Пансионаты, гостиницы, принимающие отдыхающих, должны создать профессиональные службы безопасности. Глава государства порекомендовал привлекать для этой работы офицеров правоохранительных органов, выходящих на пенсию, так как их опыт будет содействовать соблюдению законности и общественного порядка. Гугут Савардания, Смат Гуния, Инала Гухава, Абхазское телевидение.